Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я решил записать это обращение по просьбе наших соотечественников, которые говорят: «Анзор, ты должен выступить с обращением к тем, кто волей или неволей находится на стороне России. Ведь когда-то Аслан Масхадов отдавал российских военнопленных, призывал к миру и благоразумию. Имея на то полное право, хочу выступить с такой речью. Мое воспитание отличается от воспитания Кадырова, который всегда призывает к войне и желает смерти людям. Я хочу выступить ради мира и сохранения жизни». Сегодня предатель чеченского народа Кадыров, который пытается поставить чеченский народ на колени перед Путиным, отправляет чужих сыновей воевать против Украины. Кадыров, который был поставлен Путиным именно для этой цели, чтобы использовать чеченцев в качестве своих пехотинцев, чтобы чеченцы умирали за Россию, которая веками убивала чеченский народ. Знаете, когда начиналась Вторая российско-чеченская война, русские генералы и политики говорили открыто: пускай чеченцы сами между собой воюют. Путин выбрал Кадырова и его руками начал проливать кровь между чеченцами. Он стал виновником того, что чеченцы стали воевать друг против друга. Никому ранее не удавалось сделать такое, и это происходит впервые в нашей истории. Этот Кадыров обогатился на крови нашего народа в то время, когда публично унижал простых людей, когда в его тюрьмах ломали и убивали простых граждан. И вы видели, как они находили себе оправдание в любых в самых изощренных и извращенных преступлениях. Кадыров стал виновником того, что у нас истребляют наши корни. Мы называем это Нохчалла. Не помогайте уничтожать наши корни участием в преступлениях Путина и его марионетки. Как мы знаем, кого насильно, кого шантажом, кому предлагают деньги, чеченцев отправляют в Украину. Я обращаюсь к вам, которые оказались в этих рядах. Сделайте все возможное, чтобы не участвовать в этой войне. Сложите оружие, сдавайтесь и переходите на другую сторону. Сохраните себе жизнь. Это единственный способ сохранить свою жизнь, честь, избежать позора и проклятия. Вы на чужой земле вместе с теми, кто убивал ваш народ каждые 50 лет. Вы забыли, как русские проводили зачистки и убивали сотнями мирных жителей? Вы забыли, как русские пытали и убивали мирных жителей в своих концлагерях в Чернокозово, ПАП-1, ПАП-2, ПАП-3 в Грозном? Вы забыли, как русские сжигали заживо чеченцев, закапывали живьем, стирали с лица земли населенные пункты вакуумными, кассетными и глубинными бомбами? Чеченцев убивала не Украина, а Россия, чтобы установить русский мир. Вы видели, как Салях Межиев, Кадыров и его слуги призывают вас на джихад. Идя на их поводу, вы идете против воли и слова Аллаха. Какой может быть джихад, будучи на стороне того, кто убивал нас самыми варварскими способами? И как можно воевать за интересы убийцы чеченского народа? Джихад – это когда ты защищаешь свою родную землю от оккупантов с оружием в руках, словом, любой помощью, молитвой, а не становишься сам тем самым оккупантом. Наши предки никогда не были оккупантами и вели священную войну на нашей родной земле. Мы всегда гордились тем, что боролись на своей земле. Побойтесь кары Аллаха. И напоследок. Вы не видели, как плакали ваши матеря, которые провожали вас? Вас отправили против их и вашей воли. Вы не слышали, что говорят ваши родственники между собой? Они говорят, что народу нужно встать, что нужно остановить этот беспредел, чинимый Кадыровым, который отправляет умирать вас, но никак не своих родственников. Призывающий на войну должен в первую очередь сам находиться на передовой. Очнитесь и одумайтесь. Я могу выступить посредником, переговорщиком и гарантом для сохранения ваших жизней. Хватит слез матерей и хватит смертей. Наш народ заслужил большего, но не вечные страдания и не уничтожение. Вы можете выйти на связь напрямую с военнослужащими украинской армии и передать желание отказа в исполнении преступного приказа Путина. Можете на свой выбор связаться напрямую со мной, используя контакты, которые я выставлю ниже. Иншаллах, я сделаю все возможное, чтобы вы смогли спасти свои жизни. Не позволяйте использовать чеченцев в грязной политике и игре Путина.